Исяньмасис, кадарледуслар. Удалось ли разобраться в притяжательных окончаниях? Конечно. В процессе понимания. Да. Да, но эта тема объективно непростая, потому что какие-то вещи, они сопоставимы, скажем, с русским языком, например, спряжение глагола. А вот эти окончания, ну такая совершенно достаточно необычная концепция. Причем мы говорили о том, что существует притяжательное местоимение, какое есть и в русском языке, и вот это притяжательное окончание, которое добавляется к существительному. Если чем-то из этого надо пожертвовать, то жертвуем притяжательным местоимением. То есть «мой» меня не обязательно произносить, потому что «китабым» уже понятно, что это моя книга. Вот это принципиально. Ну, вероятно, в разговорной речи что-то многое может теряться, язык всегда стремится к упрощению. Но, скажем, в правильном татарском языке, насколько я понимаю, эта вещь достаточно принципиальная. Мы с вами уже немножко поговорили об образовании множественного числа. Помните, да, что, как правило, твердые, в твердом варианте окончания множественного числа – это «лар», в мягком варианте «ляр». И в словах, которые заканчиваются на «м», «н» или «н», окончание какое? «нар» или «нер». Вернемся к вопросительным словам. Помните, мы достаточно много информации получили из простой обиходной фразы «как дела?». Как она звучит? Да. Халярнишек. Каким образом отвечают на этот вопрос? Конечно, как на все вопросы любопытствующих, всегда есть разные вопросы, возможности ответить. Уклончиво, прямо или как-то еще. Самый простой вариант, конечно, будем надеяться, что хорошо. Яхше. Если очень хорошо, то бик яхше. Ну, и довольно часто еще говорят «эбет». В чем разница? Яхше – это хорошо или хороший, бик – очень. Бик яхше – очень хорошо. Эбет – это прекрасно, замечательно. Есть еще и другие. Но напомню, что из вопросительных слов, которые у нас с вами уже прозвучали, первым было слово «кто». Помните пословицу «кто не работает, тот не ест»? Как она звучит? Кем эшлемим шу ашамой. Вопросительное слово «кто», «кем». А еще мы с вами на одном из первых уроков говорили о том, какие окончания указывают на винительный падеж, то есть на объект действия. Когда вопрос не кто, а кого. Кем, да, кем – это явно слово, которое относится к мягкому варианту по закону сингармонизма. Значит, каким образом нам задать вопрос «кого»? Кемне. Да? Если бы здесь было твердое, то было бы вот такое окончание. Но раз вариант мягкий, кого? Начали мы спрягать глаголы с различных вариантов. Кто кого любит или не любит. А как задать вопрос? Кого ты любишь? Кемне син йоратасым. Совершенно верно. Обратите внимание, помните, мы говорили, что в вопросительных предложениях к глаголу добавляется частица «ме» или «ме». Почему она здесь не добавляется? Потому что в этом предложении уже есть вопросительное слово. Есть аналогия. Помните, мы говорили, что в русском языке есть такая частица «ли». Она не обязательна к употреблению, но она используется только когда вопрос к предложению в целом. Например, «любишь ли ты меня?» Но если мы зададим вопрос «кого ты любишь?», здесь уже частицу «ли» в русском языке не поставишь. А там, где мы не поставим частицу русскую «ли» в русском предложении, там мы не ставим вот эти частицы вопросительные в татарском предложении.
И чтобы задать вопрос, который сейчас Динара перевела, кого ты любишь? Вот как он выглядит. Син кемне яратасан. А как спросить, кого ты ждешь? Син кемне кетесен. Отлично. Кирилл, а как спросить, кого ты знаешь? Син кемне белясен. Отлично. То есть вот как и выглядит этот вопрос. Во-первых, вот каким образом мы образуем форму винительный падеж от слова «кто», «кем», «кемне», «кого». И тоже важный момент, что в случае, когда в предложении, в вопросительном предложении имеется вопросительное слово, вопросительная частица «ме», не присоединяется к глаголу. Потому что вопрос передается никакой не частицей, а просто вопросительным словом. Дмитрий, а как это вопросительное предложение можно ли перефразировать, например, поменяв слова местами, используя вот эти частицы «мы», «ме»? Ну, как бы это звучало по-русски? Так, если сейчас «син кемне яратасан», ты кого любишь? Син меня яратасан. Ты кого-то любишь? Нет, можно, например, так сказать, намеком. Я знаю, что ты любишь, но не знаю кого. Ты кого-то любишь? Вот так. Может быть, ты кого-то любишь? Не знаю, как. Вот. Кемдерне? Да. Нет? То есть принципиально перефразировать, конечно, можно одну и ту же мысль всегда выразить по-разному. Даже не одним предложением, а целой развернутой структуры. Но принципиальный момент, что когда в предложении есть вопросительное слово, отрицательная частица уже не нужна. И если вдруг у нас возникло затруднение, Вопросительная частица. вот эта вопросительная частица, которую мы ставим, присоединяем к глаголу, ну вот как сказать, ты меня любишь? Син меня яратасан. Вот. Вот здесь у нас присоединяется вот это «ме». Почему? Потому что здесь нет вопросительного слова. Это вопрос к предложению в целом. Ты меня любишь? Я не спрашиваю, кого ты любишь, кто тебя любит. А как спросить, значит, это ты кого любишь? А как спросить, кто тебя любит? Кемсене Ярата. Кемсене ярата. Да, кимсина ярата. Опять? Да, правильно. Уже, да, опять уже есть вопросительное слово. Дмитрий, тогда правильно я понимаю, что вот изначально, когда мы составляли «кемне син яратасан», это неправильная постановка слов. Правильнее сказать «син кемне яратасан». Значит, вот это более обычное, более привычное. Иногда порядок слов меняется, если нам надо подчеркнуть. Кого именно? То есть, если я, например, слушаю от вас рассуждения о любви, и потом, наконец, хочу сказать, да кого ты, наконец, любишь? В этом, когда вот эмоционально мы что-то хотим подчеркнуть, то может меняться порядок слов. Но более привычный, нейтральный. Когда мы так лениво спрашиваем, вопрос. ну а ты кого любишь? Он-то я знаю кого, а вот ты кого любишь? Сегодня. Как спросить, Дэвид, кто тебя знает? Я забыл, как будет знать. Знать? Белем, да, Да. точно Белем. Корень там бель. Кем, синем, сыны, Белеме, Беля просто. Белем. Кем, синем, Да. Белем. Если бы мы спрашивали, он тебя знает, тогда здесь нужно было бы поставить. Белясинне, белясинне, беляме. Беляме. А если я спрашиваю, то Белясин. кем это уже вопросительное слово. Мы уже знаем, чем вопрошающий Не белена, а интересуется. просто беля. У Белесиме? Правильно так сказать? Ул, сине, Ул нет. Если она тебя знает, как спросить, она тебя знает? У Белесиме? Нет, тебя, она тебя. У сыне Белесиме? Беля? Белем? Да, Белясин это ты знаешь. А она Беля. Белям, Белясин.
Она, беля. Третье лицо, да? Когда он или она. А где здесь вопросительная Сине. часть? Вот в этом предложении нет. Это просто иллюстрация, что в предложении, где нет вопросительного слова, там требуется вот эта Знай. частица. Вот как сказать, она тебя знает? Ну-ка, попробуем. Ул сина беляма? Да, Да? да. Отлично. Бишняхши. Улбыля. Помнили? Звучит. Зафиксировали, да, вот этот момент? Что вопросительное слово отменяет вопросительную частицу. А тогда получается сказать «я знаю Сергея». Мин Сергей белем. Да. Или Сергей не. Но к Сергею мы еще представим Не? Вернемся. А про... Не, не, да. Мин Сергей Сергей не. не Мгм. Белян. белем. Мин Сергей не белем. А как сказать, а он меня не знает? У мине бе бел бельми. Бельми, да. У меня бельми. Это не вопрос, это отрицание, поэтому здесь не надо. Белям. Да это диагноз просто. Ты не знаешь. Азгина. Азгина. Раз уж мы заговорили о том, кто кого знает, и освоили притяжательные местоимения, то есть еще фраза, которую знают многие, как представиться. Вот мы с вами, когда познакомились, вы уже представились по-татарски. Как это Минем звучало? и синем Арина. Да. Значит, вот здесь как раз у нас что прозвучало? У нас прозвучало притяжательное местоимение «мой», а затем слово «имя». Слово «имя» – это «исем», само по себе. А когда мое имя, то что у нас? Исемем. Да, вот тот «Исемем». пример, который мы писали, меняем «исемем». Меня зовут так-то. А как мы спросим? Твое имя какое? Senin ismin nişik? Да, значит, начинаем со слова «твой». Вот. Меняем, а твой у нас? Senin. Да. И здесь уже у нас окончание к имени какое? Нет, да, вот слово «имя», смотрите, вот слово «имя» само по себе. Да, да. Семен. Синен и семен. Семен. Да, вот оно. Семен. И мы должны спросить, как? Нişik. Слово «как». Нişik. Ну, как дела было у нас? Нищек? Вот, да, это же самое. Твое имя как? И синен и синем нишик. Синен и семен ишер. Яхшы. А если мы обращаемся на «вы» или знакомимся с несколькими людьми, Sizden. значит, у нас «ваша». Уже из того, что мы на прошлом занятии рассматривали. «Сезнен». И здесь уже к имени у нас какое пойдет окончание? Семегес. И семе сес. И сем. Нет, это не глагол. А. Это притяжательное окончание. Семегес. Да. И семе гес. И опять-таки нищек как. То есть вот опять. Вот само слово. Имя. Исем. Мое имя, твое имя, ваше. Аланым исеме? Ну, их имя как бы, их имена тогда скорее. Да. Тогда если множественное число от слова имя, как у нас будет? İsimler. Исемле. Их имена какие? Вот их, пришли их несколько. Исемнер, может быть? Как их зовут? На «м» кончается. Аллах. Да. Это здесь у нас, это когда кончается на «м», то какое у нас правило вступает в действие? Синен нишик. Исем, Аларны. Аларнын. исемне. Аланым исемнер. Почему? Потому что, помните, мы писали слово «урам»? Урамнар, да.
А здесь у нас исем, но мягкий вариант. Поэтому что у нас получается, когда имена? Исемнер. Исемнер. Какие их имена тогда, мы спросим? Как это спросить? Арина, как мы спросим? Их? Или какие? Их имена, да, как их имена? Аларны исемнер нишек. Алармен, исемнер, да. Исемнер нишек. Только что мы еще к именам добавим? Множественное число. Ну, множественное число Да. у нас уже есть, но кроме множественного числа нам еще нужно будет притяжательное окончание. İsimlere может быть? Аларнын. Аларнын исемнере Ре, нишек. нищий, да. Как их имена получится? Вот если народу много, всех не упомнишь. И когда познакомились, можно по-всякому, конечно, к этому отнестись, но в основном люди этому радуются. Поэтому говорят, я очень рад, да? Мин биг шат. Вот у нас слово «очень». Это глагол, да? Нет, это радостный. Радостный. Я Шатлык. радость. Да, нет, вот это окончание «лык», как «саулык», помните? Это то, что помогает образовать из прилагательного существительное. Шатлык – это радость. Это радость, да. Когда мы говорим «мин биг шат», «я рад», то есть, помните, мы говорили о том, что не всегда глагол в одном языке переводится глаголом в другом. Очень такой популярный, которым мы отдельно будем заниматься, способ образования существительного из прилагательного – это лек или лек для твердого и мягкого варианта. Ну вот мы говорили про здоровье. Сау – это здоровый, саулык – это здоровье. Шот – радостный, шотлык – радость. Или, например, бай – богатый. А богатство как будет? А, например, числительное один – бер. А как будет единство? Бирлык. Берлек. 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 И таких слов огромное количество. Но сейчас вот важно уяснить, что мы расширяем тему, связанную с этикетом, то есть простые слова, которыми люди обмениваются, когда встречаются, здороваются. И каким образом те правила, которые мы осваиваем, проявляются в этих, казалось бы, простых словах. Да. Дмитрий, тогда получается глагол «шатлыгыс»? Нет, шат – это радостный. Так. Радостный. А вот помните повелительный, например, «радуйся»? Нет, глагол выглядит по-другому. Мы говорим о том, как из прилагательного образуется существительное. Глагола здесь пока нет. Глагол тоже есть, мы рассмотрим позднее. Но сейчас нас интересуют те окончания, которые преобразуют прилагательное в существительное. Это, ну, как одно из наших правил. Вот. Но самое важное, каким образом мы задействуем вот эти притяжательные окончания в диалоге, да, и начинаем потихоньку знакомиться с вопросительными словами. Каким образом они, где они используются и каким образом они видоизменяются в зависимости от положения в предложении. Вот. Ну, на этом пока все. Рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз.